Что касаемо ченнелинга, мы можем сказать себе, что это особый способ связи, с помощью которого высшие формы сознания имеют возможность доступа к вашему материальному, к вашей материальной действительности. В нашем мире нет необходимости изобретать какие-то другие формы взаимодействия, ибо в нашем мире они уже идеальны, мы можем общаться, без искажения информации, мы можем посылать информацию, на любые пространственные измерения. Но ваш мир находится в недосягаемости для нас. Поэтому мы можем вещать исключительно через наших проводников, предварительно настраивая каждого проводника под определенные вибрации. Таким образом мы проявляемся в вашем мире. То, что вы называете ченнелингом, это является лишь примерно тем, примерно напоминает то, что существует в нашем мире. Это телепатическая связь, с помощью которой мы можем посылать видения, звуки, и даже запахи. Ибо запах тоже есть программа, и загружая определенную программу нашего проводника, мы можем обеспечить абсолютную полноту картины восприятия. Это как если бы вместо того, чтобы ехать в какое-то далекое путешествие наподобие Африки, то вы, сидя дома, испытали бы все возможности пребывания на этом континенте, температуру, влажность, запахи, цвета, это все программы. Точно так же мы в проводника, в сознании проводника подгружаем специальные программы, с помощью которых он может адаптировать информацию, которую мы передаем. По сути, это своеобразная трансформация волновых структур, с помощью которых мы общаемся. Может ли контактер передать что-то от себя? Да, конечно. Ведь все идет через сознание персонажа. Если сознание недостаточно чисто, если сознание не готово к восприятию какой-то высоковибрационной информации, оно будет стремиться адаптировать ее под свое понимание мира, в результате чего изначальная информация сильно модифицируется. Поэтому каждому проводнику так важно поддерживать свое тело в чистоте, поддерживать свое сознание в чистом состоянии. Только при таких условиях информация может быть чистой и не искаженной. Мы хотим сказать, что открыть проводника требует, как правило, достаточно большого количества времени. Мы сейчас говорим не про время, которое Катя проводит в практиках, мы говорим в принципе про подготовку, которую проходит каждый проводник. Она может быть невидима для вас. Вы можете не осознавать, к чему вы идете.
Коллагены, ну, на пары, ну, на тонком плане, работа ваших кураторов, уже ведется, отсюда меняется восприятие действительности, меняется план питания, ваш круг общения, может серьезно сократиться, в целях того, чтобы не терять энергию. На общение, которое не приносит вам за высоких вибраций, заставляет только терять. Для вас эти процессы проходят незаметно. Вы можете даже оставлять старую работу, и постепенно, шаг за шагом, двигаться к своему пути. Вы даже можете не понимать, что такое ченнелинг, нужно ли вам его изучать. Но вас в это время уже ведут. Именно поэтому каждый проводник так ценен для нас. Да, в нашем мире времени не существует. В вашем мире мы можем готовить проводника. 20, 30 лет. Зачастую это подготовка ведется с самого рождения. Ведь если человек должен будет стать проводником, то это известно до его воплощения. В этот мир. И вот, несмотря на то, что в нашем мире времени нет, в нашем мире, как и в вашем, есть энергия, и мы тратим достаточное количество для того, чтобы держать связь с нашим будущим звеном, проводником, если он на низких вибрациях, если он не готов слышать нас, то такая связь требует дополнительного энергетического вливания. Мы говорим не про знания, мы говорим про ту ниточку, за которую мы можем держаться, чтобы не потерять нашего будущего проводника. Ведь в вашем мире совершенно другие законы. Мы не видим мир так, как вы. Для нас все соткано из энергии. Мы не видим вашу матрицу. Она нам не интересна, поэтому мы не видим лица вашего, мы не видим лиц, которые видите вы, того интерьера, в котором вы пребываете, тех декораций, которые вы наблюдаете. Но мы видим энергии, и в этом круговороте энергии. Мы держимся за тот сгусток, который принадлежит вам, как будущему проводнику. И вот представьте, что мы потратили столько сил, столько энергии для открытия нашего проводника. Конечно, мы не готовы отпустить его. Так просто. У нас есть общие задачи. Это те задачи, ради которых проводники воплощаются в вашем мире. Как правило, жизнь таких людей, она подчинена несколько иным законам. Они приходят уже с врожденной установкой, что они должны работать с людьми, для людей, ради развития людей. Но как они это могут сделать? Они могут получать знания в вашем мире, от земных учителей, в университетах, в обучающих классах, и далее передавать эти знания своим ученикам. Но по сути, так существует вся ваша образовательная система.
Вы передаете из уст в уста, одну и ту же информацию, зачастую устаревшую, что она несет, кроме информационного знания, иногда засоряющего ум, не имеющего практического применения, не дающее развития, ну как вы можете получить новое знание, соответствующее современному миру, соответствующее тому уровню вибраций, на которых вы находитесь сейчас, со своим развитием, уровень вибрационного актива, постоянно возрастает, и ваше знание, ваше сознание, требует новых знаний. Где их взять? А полагаться на науку, которая отрицает основы мироздания, или которые проводят многочисленные опыты, которые тормозят до получения знаний. Вот здесь мы на помощь приходит формат ченнелинга, потому что то, что для вас является новым, для нас пройденный этап, мы умеем это, мы умели это, несколько тысяч жизней назад, то есть это то, что мы хорошо знаем, те практики, которые мы когда-то принимали, приспособляли для своего использования. И мы можем передать эти знания в стопроцентном варианте для того, чтобы вы могли сделать шажочек по этой лестнице развития вверх. Для этого и нужен ченнелинг. Это возможность принять эти знания. И если вы готовы, шагнуть вместе с нашим проводником на ступеньку выше, то вы примете эти энергии, что мы передаем, те знания, которыми мы будем делиться, посредством ченнелинга. Мы шлем вам свою любовь, мы шлем вам свое настроение, благости, гармонии, и то, что вы называете бесконечным счастьем. В старых программах вы назвали бы это райским состоянием. Сейчас не нужно умирать, чтобы очутиться в рае. Для этого нужно только получать новую информацию и менять свое сознание в угоду высоким вибрациям. Вы можете стать счастливыми уже сейчас. И мы будем рассказывать, как нормализовать свое эмоциональное состояние, как сбалансировать свой внутренний мир, как найти внутри себя опоры. Для этого и нужен ченнелинг. Наш проводник, это инструмент, она ничего не дает от себя, это исключительно то, что мы направляем ее сознание. У нее тоже был долгий путь, и не сразу пришло принятие, но это путь. Каждый из вас проходит его, у каждого он свой. Но тем он интересен, что нет ничего одинакового, что нет ничего стабильного, и вы можете познавать новые вещи.
Вы можете получать информацию с других планет, от инопланетян, как раньше называли нас. И вам не нужно лететь на эти планеты. Мы готовы поделиться с вами своими знаниями. Мы шлем вам свою любовь и почитание.